Да, работа, стресс, занятость физически и эмоционально отдаляют отца от ребенка, ребенка от отца. Когда отец, уставший домой, приходит, ищет способы где-то как-то выгрузить свои все эти переживания, утыкается в телефон или там что-то еще, а ребенок чувствует вот эту вот эмоциональную отстраненность отца. Единственный такой э, путь к тому, чтобы этого избежать, сохранять осознанность. Да, действительно, времена такие сложные, да, действительно много эмоций и переживаний внутри себя приходится нести, нестабильность и так далее, и так далее, и так далее. Так оно и есть, действительно. Но так или иначе, мы ответственны, это ответственность за эмоциональный покой, за воспитание, за благополучие в семье мы несем. Это от нас не снимается из-за этого стресса и тяжелых времен. Поэтому давать себе отчет в том, что да, действительно, я устал, мне нужно выгрузиться. И делать это до того, как ты переступишь порог своего дома. Ты понимаешь, что ты устал, у тебя внутри кипит, и ты если сейчас в этом состоянии, со всеми этими переживаниями, внутри, в сердце в своем домой зайдешь, ты не сможешь должного внимания уделить ни жене, ни детям, когда ты себе говоришь, я беру 20-30 минут для того, чтобы прогуляться, освободиться и зайти домой в ресурсе, в состоянии, когда у тебя есть чем поделиться, что дать, и посредством этого формируешь такую благостную, приятную, хорошую атмосферу в доме. Вот, Джамат, есть вот такие физические, да, правила, как надо детей воспитывать. Есть а там какие-то психологические теории о том, как вырастить здоровую личность, там, да, и так далее. А есть духовные законы, которые помогают человеку стать зрелой, зрелой личностью, духовной личностью. Иншаллах, на встрече будем как раз и вот эти вот духовные принципы стараться, да, как можно глубже затронуть, вытащить и сформировать определенное видение, программу для воспитания, как я люблю говорить, элиты мусульманской молодежи. Сильных личностей, которые будут очень сильно, крепко связаны с Аллахом Субханаху Ва Тааля. До встречи, ассаляму алейкум.